Nawędza towarzystwości wybranego weczera Najświętejszej Panny Maryi, dzień drugi. O Maryja, Ciebie Бог у своем безмежном пророде заковал лица неспешную арку отсусветного потоку зла. Будь побач з нами у хвилину випробування і підтримливай нас своєю ласкою, коли грех і коварство этого света будут намагаться охопить нас своей подступностью и звести с доброго шляху. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего нету. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего нету. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего нету. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, бездоганная Панна, как стали Верховными обязанием Христовым. Молимся. Боже наш Ojcze, Ty przez бездоганное зачатие Najświętейшей Panny Марии подрыхтовал годное место пребывания для Своего Сына, а праз будучие заслуги смерти Христа заковал ее от всякого греху. Дякуючи ее заступництву, дозволь и нам прийти до Тебе с чистым сердцем, праз Христа Пана нашего. Аминь. Таємницю сакрамента Братство, здоровье, права, Боже, новых заповедей, что нам розум не тумачить, свято веры принесе, увешав у Троицы, прославление и хвала. И Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що от них походить, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Пане Боже, мы с верой вызнаем, что Иисус Христос, який народился для нас, Девы Марии, и был замучений на крыже, присутничал в Найсвятейшем сакраменте. Дозволь нам черпать в этой Божьей кровице плоды вечного спасения, праз Христа Пана нашего. Аминь. Будь Божия во мне, спевом славлю имя Его, Ой, Он свято життя моего.
дівчата, полетайте до схильниках, номер 125. У Христа Він новое життя дає. Нав'якися, ти покайся і паде. У Христа Він новое життя дає. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta, любов Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами всеми. І з Духом Твоїм. Podczas mszy молюся за parafian, для кожного з нас прошедшими о добрым пережитии часу Адванту, как мы могли как можно наибольше скористать з тих даров і ласки, які Бог посилає кожного дня на нас. Перепросим за всі наші грехи, как мы могли с чистым сердцем сласть эту наисвятейшую охвяту. Споведаюся Богу Всемогутному И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, духою, словом, ушибком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Над нами, Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся.
Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрыхтовалися до встречи Христа, який приходит, а в судный день до лучшими для Его выбранных могли досягнуть володарства небесного. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарец едности Духа Святого, Бог разущения и вечная. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Слово, якое бачив Ісай, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться в опошні дні, що гора дому Пана буде поставлена на вершині гори, і узвиситься понад пагорками, і потягнуть до яє усе племена. І пойдуть многие народи і скажуть: прийдіть і взидем на гору Пана, у дом Бога Якубова, і научить Сион нас своїм шляхам. І ми пойдем ягоними стежками, бо з Сиону вийде закон, і слово Пана з Єрусалима, і буде он судить племена, і осудить многие народи, і перекують мечи свои на плуги, і диви свои на серпи. Не уздыми народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать. В доме Якуба. Прийдите и пойдем у святный Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. С радостью пойдем у дом Пана Бога. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Узрадуемся, яколи мне сказали, пойдем у дом Пана. Будь стоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Туди взыходят с поколений Пана, как поводы свечек Израиля прославлять имя Пана. Там стоят судовые троны, троны дому Давида. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Просите мир для Иерусалима, нехай спокойствует тех, кто любит Тебя. Нехай буде мир у мурах Твоих, добробыт у палацах Твоих. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Деля братов моих и ближних моих, скажу я мир Тебе. Деля дома Пана Бога нашего, буду ждать добра Тебе. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Браты, вы ведаете час, что пришла уже пора, как вы обудилися со сну. Бо теперь збавление ближей до нас, чем тады, коли мы поверили. Ночь минула, и наблизился день. Дык откинем учинки темры, и опранемся у зброю святла. Як у день будем поводить себе пристойно,
не ў гулянках ды п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці, але апраніцеся Панам Езусам Христом і не дагаджайце целу у пажадлівасці. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое спасение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус сказав своїм учням, як було у дні Ноя, так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, женилися і виходили замуж аж до того дня, коли Ной увайшов в ковчег, і не ведали, покуль не прийшов потоп і не забрав їх. Так буде у час прийстя Сина Чоловічого. Тоді двоє будуть у полі, один буде узятий, а другий покинутий. Дві будуть молоть на жорнах, одна буде узятая, а другая покинутая. Тому чувайте, бо не ведаете, у який день Пан ваш прийде. Бо ведаете, що как господар дому ведав, у якую варту прийде злодей, дык не спав би і не дав би подкопать дом свой. Тому і ви, будьте готові, бо Сын Чоловічий прийде у тую годину, коли ви не думаєте. Это слово Пана. Rozpoczynają wybory czas Adwentu i on nam jakby u czytaniu w tym Słowie Bożym, jakie sьогодні почули, хорошої перспективи життя не дає. Бог говорить про конець світу. Може хто старший вже і там близько лічиться, що час часу може вже і померти, то вже може і чекає, коли цей конець світу прийшов. Але як молодому чоловіку сказав, не ще ж зробити. Що ви зробили, наприклад, коли дивитеся, що за хвилину буде конець світу? Может, кто-нибудь руку поднял, в чем смысл времени? Это добрая пропозиция, добрая пропозиция. Али Евангелие сегодняшнее говорит, как мы уже были в исполнении. Чувайте и будьте готовы, бо не ведаете, у якую хвилину Пан прийде. У хвилину, коли, может, больше не споткнетесь. Али это не тычется христиану. Не тычется людей, которые в якийсь способ пробуют и шукают Пана Бога. Бо Пан Бог таких людей, які шукають і не піддаються в своїх змаганнях, і може десь щось їм не вдається, і він зробить все, що починає капризна чоловіка здавати. Але сьогоднішнє Слово Боже говорить, як ми були готові. Під час Адвенту це найліпша підготовка. Під час Адвенту почуємо, в який спосіб народився Ісус Христос. Коли настало панування Цезаря Августа, видав розпорядження, як всі пошли записатися в перепись населения до своих домов. И читаем в Святом Писании, Юзеф и Мария так само пошли. И коли пришли в свой родной город, там народились. Это и есть. Там родился Иисус. Это и есть, братья и сестры, час Адвенту. Как мы пришли в свой родной город. Не в такой перспективы, что я народился там у Иосифа, были у Волковыского районе, деревни Шиловича, або колхоза Шиловича. Нет, не такой перспективы. А не вернуться до себе, это означает, что вернуться в свое сердце, отнести свое покликание. И надарemно это падение Пан Бог уложил подчас Божьего народжения, что коли Юзеф и Мария пришли в свой родимый город, там народжается Иисус. Это для нас знак, что мы так само повинны отнести, открыть на ново наше покликание в нашем сердце. Бо, дякуючи этому, тоді ми можемо знайти правильного Бога.
Ён тады сапраўды у гэты час Божага нараджэння народзіцца на ново. І мы не прыгатаўліваемся, як чуем у святым Евангеліі, не толькі і ў Слове Божым, што мы не прыгатаўліваемся на нараджэнне Ісуса Христа, але мы прыгатаўліваемся падчас адвенту на другое прыйсце Ісуса Христа. Гэтага другога прыйсця чакаем і хочам, каб яно ўжо збылося. Што нам сёння гаворыць Евангелие? Jesús сказав своїм учням, як було у дні Ноя, так буде у час прийстя Сина Чоловічого. Як було у дні Ноя? Ной отримав знак від Пана Бога і розпочав будувати ковчег. Ковчег заповіту. І всі, хто приходив з його, побудував не над берегом моря, як над берегом моря, десь над озером якимось, може бути, ще не сміялися. В городе. Это как сегодня кто-нибудь из нас пошел в центр Минска и распочал будовать ковчег. Пробачте, ласка, я думаю, что как тады існувала шпиталь психиатричный, но я уже закрыли. Я не выдавал. А еще тем более, что когда побудовал в этих ковчах, закрылся в этом ковчеге за всеми зверами, какие ему пан Бог наказал. Качки, куры, свиньи и так далее, коровы и разные вещи. И написано в Святым Писании, в Деяниях, в книге Бытия, что дождь одразу не пошел. 7 дён чакал там, в этом ковчеге. 7 дён чакал. Наверное, на 7-й день линул дождь. И распочался потом. Не одразу, мы хочем бы одразу какой-то. Это и есть так само в образ Марии, якая, принимая Божие Слово, и она не хочет, как она одразу сбылась, а она чакає, аж воно в їй узростає, аж приносить плод збавлення, з якого ми сьогодні всі разом з вами користаємо, і дякуючи якому ми можемо сьогодні відправляти туди святейшу Ахмяру, складаючи Богу звичайні дари, хліб і вино, але цими дарами кожен сам собі, свої справи, свої клопоти, свої турботи. Ми повинні, можна сказати, обудиться в якийсь спосіб, вийти, десь поза границі якісь. Колись був такий пригожий фільм французький, около 40 років назад він вийшов. Історія показує про чоловіка, якого запросила одна жінка на такий обід, на вечеру якусь. Ну і він прийшов до її, поки вона там приготовила цей обід, цю вечеру. Это был час Божьенародженёвый, стояла хвойка, елка. И посади якраз руку в кишень посадил, зорочка была. И эту зорочку завесил над этой хвойцей. Пожили обед, и он пошел там руки обмыть, вернулся, третья забитая, все в крови. Телефона нема. Треба войти на полицию. Сходить на низ, съезжая лифтом вниз, шукая милициантов, у лифт сядают, съезжают наверх, уходят. Вот тут мордерство. Нема никого. Знаков нема, ни крови, ничего. Як тут? Было все недавно в крови залито. Глядите, покой той самый, стенки те самые, ковры те самые расстеленные. Ситуация такая самая была. Тела нема. Полицейский говорит, вы что, строили, что ли? А больше меня сюда не звали. А я провожал этого полицейского, поглядел на елку и зауважил, что зорки ему не знал. Не, елка такая самая, але нема такой зорки. Цікаво, отвел полицию, вернулся, приехал снова на этот этаж, и поглядеть, тело, кровь, все на месте. Глядите на хвойку, и зорка висит. У чем справа была? Справа была в том, что хотели его подставить убийство, потравить. Ну и сделали махинацию в лифте. Когда он ехал, ему переключали. Заместо 7-го этажа, он поднимался на 6-й. А когда сам был, переключили войну, и снова на 7-й приехал. Глядите, и снова труп. Это вот такой сам способ, часами мы так ездим между нашими этажами життя. Пригожий образ фильм показывает. Например, неделя, добрый день, добро прошел, с семьей, все чисто, спокойно, погуляли, повеселились, батька детей положил спать, жонку поцеловал, положился спать, над раницей в очи открывая, и его уже все донырвує. Чуешь, что жонка на кухне гастролями бьет, не специально, конечно, на шестерович, но дети кричат, может, думаешь, я проснулся в другом покое.
в другому світі якимсь. Що нам потрібно? Нам потрібна ця зорка на цих хлопців. І що з цією зоркою з'являється? І ще триває в угоді надії. Це надія? Тільки надія може урятувати чоловіка, допомогти йому. Один мой знайомий розказував, що так, такий, його знайомий писав для його такий май. І написав там, о проблемах, які він переживає, цілий його рушився, на праці тяжкості, ну, в сім'ї тяжкості. От я так читаю этой май і думаю, що тут этому человеку написать на цього? Читаю и думаю, вот чем больше проблем, тем больше надо писать. А я под конец говорю, гляжу, черным шрифтом написано, по литере побольше, вот, и этот мужик пишет с проблемой. А я ведаю, что это все пройдет. И настанет новый, лепший день. Я ведаю, надея. Вот эта надея, она потребна каждому из нас. И тому мы повинны познать самих себе, открыть свое покликание. До чего я покликанный? Бо я, пам'ятаєте, тиждень тому назад и 2 тижні тому назад говорил, как мы не проломывались до какого-то, как мы не шли с этим натовпом, так юный день, а как мы захотели открыть свою присутность в этом свете. Хтось, наприклад, пробачте, скажу такий приклад, працює у крамі і продає ботинки. Це його покликання. І він, дякуючи этой праці, званиться. Це обов'язком Євгона. Але хтось другий покликаний, как побудовать в этом крамі. А він так само у дяді там, как обувью продає ботинки. Уже 20 годов. Вот. И он так, и я так. А нет, твое другое покликание. Как мы памятали, когда один из прикладов, я часто, мы один можем другого не зразуметь. Здесь скритиковать якийсь спосіб. Так, у этой истории, что хлопець з дівчиною позналися, ну і так їдуть автомобілем, і дівчина говорить до його, ведаєш що? Сьогодні якраз у этот день минає год, як ми з тобою позналися. Так, і вона говорить далі. Ну, як ми позналися, як блін, о так, ну да, пам'ятаю. И за хвилинку я нам рассказываю, где ботинки были, и за хвилинку он ответил, что пойду хлопец заем. Завтра не состоимся. А я одразу, все уже, вот уже не состоимся. А с его стороны подеи, едут автомобилем на город. Мы сегодня год как сестрились. Вот, это уже год прошел. А год тому назад я масло менял. Да, мы помню, ехали на выезд. Так, треба было поменять весь проклятый автомобиль. Я говорю, далее, там, что подеи, які відбувалися, говорю, это так, там масло тече, вже дома пора менять. Думаю себе, говорите, так. Видишь, что завтра я не приду, говорит, когда масло будет, не говорите, что масло не будет, просто завтра не буду, уже меня не кахает, уже меня оставляет. Это подеи такие, а столько таких размов у нас было, незразумелых, грустных. Хтось один щось одно думає, а другий другое говорить. І ми так один одного не розуміємо, і якийсь спосіб у нас у житті іскрить. Іскрить немає такого мнення, такого почуття, як ми маємо поступати. Сьогодні ми прочитали, що двоє будуть молоть, один буде взятий, другий покинутий. Двоє будуть у полі, один буде взятий, другий покинутий. Про что это говорит? Братья и сестры, двое могут належать до той самой супольности костельной. Двое могут входить на те самые встречи. Один может быть забранный, другие останется. Мощное слово. Вельмозне слово. Але святий Павел нам еще звертає увагу. На ще щось трошки більше у посланні до Римлянам ми читаємо «Ночь минула, и наблизился день». Czyli минула ночь, и наблизился день. Это еще не день. Czyli ночь минула, а еще день не наблизился. В пятницу с князем Александром с парафии Гатовской ездили мы на так званые Михалиты, маем такие так званые дни доброй смерти. Ну, ездили мы. И, конечно, на этих днях доброй смерти каждый мает свою труду, там ложимся, прикладываемся, хорошо ложимся. Древно там, если подготовлять, можно украшать, готовность смертные.
Жартую, конечно, что говорится, не в таком сенсе. Мы там молимся один за одного, молимся о доброй смерти, так само робим рахунок сумления, молимся за заповедный братов, сестер. Так само молимся за того, кто перешел из нашей супольности одыйде до Павла. В таком это сенсе. И так едучи, уже здесь было 8:15, мы были около Волковиска, мы ехали в Шиловичи, и он так говорит, говорите, темно, 8:15, что 5 хвилин еще разведнее. Собрал 5 хвилин, проехали, уже было видеть окраюшки леса, уже там что-то просветлялось. Ты видишь, ще не наблизився день, а ліно вже минуло. А є ще темнота. В старих костьолах, особливо я пам'ятаю в своїй вьосці, чому в вьосці, бо у нас тут у Мінську уночі фонарі горять, все ясно в каплиці. А так у старих костьолах, як я був, і у нас була вігілія пасхальна, і святар заходив з этой свечкой Пасхова у костьола. И в костеле была темнота такая, что лучше открываешься, но ничего не бачишь. А выходил с свечкой один окно. Ты маленький лучик осветлял сотни квадратов метров. И было все бачно. Вельми добре бачно. Ну, может, газеты бы не прочитал. Ну, а не бачно было. Вельми добре. Это про Иисус Христос про это говорит. И Святый Павел это напоминает, что наблизился день. Вот это святло, про якое мы так само сегодня прочитали и у першим читанні. Про это святло мы так само чули. Таким святлом з'являється Слово Боже, яке освятляє і дає нам надію. Просим за тим, брати і сестри, как и мы были готовы выйти и привести в свой дом, шукаючи своего покрытия, для чего нас Пан Бог ставил. По-другому, как мы, может, так само и были гэтым Ноем, який закрылся в своем каучаке. 7 дней там сидел с этими птушечками, свинками, там, я думал, все животное, они там и родили, все, и смердело неприемно. А он там был, бо чекал, аж прийде то, что Бог обещал. Впрочем, как и мы можем часами закрыться здесь, как знайти самого себе, какое есть мое покликание, как мы не нарекали один на одного. И по-третье, как мы шукали это святло, а этим святлом есть сам Бог и Слово Божие, якое мы чуем. Аминь. Миловать на Бога, а есть Строителя неба и земли, всякого вашего и не вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи прийстя Спавця нашого Ісуса Христа, вознесем на Бога наші супольні просьби. Молимся, Святый Костел, как возвращаешь Святый Евангелие, помогал стать Христом. Выслухай нас, Пане. Молимся, Святой Бойца, как в Христе, якого мы чекаем, наполнял его своим спокоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как он воплотился в захование веры, неоступно углубленный. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, як вона добре подрихтувалася та виховання своїх будучих завдань у громаді. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлих батьків, полонених біля братів. Нехай тримає спокій, вічне життя, служення. Просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собрат, который Адвенту воспарял погрубление нашей веры, трактовал нас по встрече со сном. Просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вічний Боже, який прагне збавлення усіх людей, вислухай наші молитви і учеників нашої дні були наповнені спокоєм. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Номер 207. Молитесь, как мою и вашу, я веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв офяру з рук твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми, просим гэтыя дары, якія мы дзякуючы сваёй шчодрасці атрымалі. І якія сыноўнай адданасцю Табе ахвяруем. Учини, как гэтая ахвяра стала для нас задатком вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. І з духом твоїм. Угору серцеві. Узносим лика Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он верна і справедлива. За правдиводна вета і справедлива, слушна і збавленна. Как ми завсюди і всюди Табі складали подяку. Пане святий Ойче всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. И Он при первом своей прийсти с покорою принявши тело, выконал Твой спрадвечный наказ и нам открыл шлях до вечного спавления. И Он изнов придя взяне своей славы, как дать нам обещанные дары, яких мы учували з надея и чакаем. Тому з аньолами, арханьолами и с усеми святыми мы обещаем Твою хвалу. Разом зими ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышиях, осанна на вышиях, осанна на вышиях. Благословенный Той идел имя Пана. Благословенный Той идел имя Пана.
Осанна на вышиня, осанна на вышиня, осанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары растою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery узяł kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць kielich krwi маёй новага і вечнага зававету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры, Обращаем сердцаю, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Pamiętajući śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna, wiernię Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любовью разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надеи на воскрешение и про всех, кто власти Твоей отошел с этого свету, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłujся над усіми нами, как мы заслужили удел жить вечным, у едности с Najświętейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архаилом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, святым Андреем и усими святыми, які справедливо подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojcze Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Бог так полюбил нас, что спасал нам, як Избавителя Своего единородного Сына, того смелюемся казать. Отче наш, Который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокус,
Panie, Panie, zbaw nas, a dusia mocnoga, daj łaskawa z upokoju dni naszyja. Да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Твоя ласка и мост, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostola Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який отпускаєш сил грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш сил грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш сил грехи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Будь бараnek Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягонную. Пане, я не вартий, как ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Номер 55.
Номер 256. Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj pełnym budy nasz udział w tej tajemnicy. Wraz jakują Ty wiedziesz nas zemnych pielgrzymów po drodze na nieba i uczyć naszych serc lubić wieczne dobroty. Wraz Chrysta Pana naszego. Третьего снежного середу вспомнить святого Францишка Ксаверия, святора шостого в субботу вспомнить святого Николая Бискупа. Святые им широратнее в нашей парафии отправляются их штабот. У понеделок и у середу у 6:45 з раницы. У четверг у 19:00 для тих, хто не може в інші дні. І у суботу так само у 8:00. Захвочує особливим чином дітей і молодь також на уділу в таких святих набоженствах. 21 снежня у четвертую неделю Адвента в нашей парафии отбудется традиционная парафиальная vigilия мать, захвочуем начинного уділу. Звертаемся с великой просьбой записывать хворых, как они могли полно и годно пережить надходящие святы. Раз увесь Адвент можно будет приступить до споведи, як кожний день полгодини перед святою мшою. Коли ласка не откладывайте споведи на опошний момент. Триваем уновення перед урочистостью беззаконного зачаття Найсвятейшей Панны Марии, якая урочистость отбудется 8 снежня у понеділок, а у понеділок, во второк и в середу на
Этой новинной будем молиться перед Святой Мшой у 18:45. Адорація Пана Єсуса в Найсвятейшем Сакраменті відбудеться наступним чином кожний день з 14 до 19. На гэтым тыдні припадає перший аўторак месяца, четверг, пятница и субота. Так само сёння адбываецца асвячэнне абладкаў на стол вігілійны. Дзякуем за ахвяраванне, складзеныя на будову, за супольную індывідуальную малітву, за спеў яправу літургічную, за прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, чакае нарадзіў дзяцей, за Михаила и Леона, бацькоў іх розных з нагоду хрусту, за добрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парады, таксама новых добрадзеяў будаўніцтва санктуаря Божай міласэрнасці, і за нас кожнага паасобку апецы Маці Божай Тваёй абароны аддаёмся. Святая Богородица, наша королева, необорочаемое имя наше, пред всякой злой приходы, выбавляй нас завсёды, Пана хваленная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. В эту урочистую хвилину прославляем Бога нашего Айца и Его одинородного Сына Иисуса Христа, який народився з Найсвятейшей Панны Марии, каб быць Богом з нами. Дякуем Табе, Боже наш Ойча, за гэты хлеб, плод зямлі і працы рук чалавека, які нас сабярэ каля стала великоднага, вігілійнага. Каб мы сталі адно, падобна, як збіраеш нас у адно каля алтара эўхарыстычнага. Благослови гэтыя абладкі, які мы будзем дзяліцца паводле старажытна-хрысціянскага звычаю і выказваць святочныя жычэнні. Пане, Ты вучыш нас, каб дзелячы хлебам з іншымі мы дзяліліся таксама асабліва з патрэбуючымі любоўю, спагадой і спакоем, а дары ўсіх нас дарамі ласкі, любові да Цябе і да бліжніх, і навучы праслаўляць Тваю айцоўскую дабрыню праз Христа Пана нашага. Аминь. І апошняе, на пачатак не было уступу такого, але мне спадабаўся гэты вобраз, як чалавек павінен у сваім жыцці кіраваць сваім пакліканнем і часам. Павін прафесор на адным універсітэце прынёс вядро з камнямі і запытаў у студэнтаў: як вы думаеце, гэта вядро поўнае? І гаворыць так, гаворыць: не поўнае. Узяў жвіра, яшчэ жвіра туди засыпаў несколько десятков килограмм. И спросил их: як вы думаете, а теперь это ведро полное? Да, теперь полное. Не, еще не полное. Взял песку сеючего мытого, еще туда засыпал и потрос, еще пошло несколько килограмм. А вот теперь полное. Ведро — это наше житье. Как мы на початок засыпали этот песок, то туда уже больше ничего не поместилось. Ни гравия, ни камня. Это ведро было полное. Какая суть этого такого прикладу? Как мы в нашем житті, особливо в Адвенте, на початок укладали камни. Камни — это что-то вельми важное. Это Бог, это наша споведь, это сім'я, это речі, які нам сьогодні не потрібні у дорозі до святості. Доперо, потом, как мы засыпали это все гравием, этими речами, які нам необходимо, как эти речи трималися, як функціонували. А доперо потом засыпали песок. Вот этим песком является наш телефонный час крови. Это сериалы, это наше внимание об самым узвышенном якости. Как мы этого песка користались, як меньше подчас Адвенту, а как наше життя было наполнено в первой черте речами, которые потребны до Бога. Добро, что вы есть и что приходите. Примите Божье благословение. Встретимся с вами через 2 тижня, я свой Адвент, свое добро наполню добрыми камнями. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа.
покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь увекла шатана и інших злых духов, які на звуку душ своих во свете. Аминь. Номер 99. Не свети ни солнце, ни месяц на землю, светили взоры Твоей и осветляли душу. Не светили ни солнце, ни месяц на землю, светили взоры Твоей и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария. Мать небесов и Мать земли, я пригожа учить. Мы будем песни спевать, стихи молитву спевать. Мать небесов и Мать земли, я пригожа учить. Мы будем песни спевать, стихи молитву спевать. Тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария. Тихая, покорная Мария, Матерь Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария. Нехай будет похваленный Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похваленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похваленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.